Чего сделать? Убрать себя где-то, фон где-то. Демонстрацию. Демонстрацию убираю? Да, пока что. А? Пока что, да. Как его убрать? Убрал, да? Что-то я не Убрал, понял, убрал. как он Да, все, убирается. убрали. Камеру включать будете, Вячеслав? Сейчас вот включаем. Так, дорогие друзья. Нет, мы Вячеслав начнем. должен подключиться к прямому эфиру в Инстаграме. Вот, подключался. Он на запрос скинь, да? А вот стать гостем. Это запрос. Начнем, да? Я начал. Так, значит, дорогие друзья, начинаем наш вебинар от Вячеслава Егорова на тему «Как создать план-схему квартиры на автокаде». Это такая специальная программа, через которую мы можем самостоятельно создавать план-схему квартиры. Вячеслав Егоров, он является основателем такой компании, как Dangosoft, имеет большой опыт создания подобных проектов. И я думаю, что мы все, освоив AutoCAD, получим новые навыки и можем использовать их для своей жизни и работы. Поэтому, Вячеслав, я тебе передаю слово, давайте начнем. Вот. Настраиваюсь, в общем. Надо и параллельно, получается, в Инстаграме, да? Транслировать. Еще в Зуме. Слава, ты можешь включить видео? Видео. В смысле, где? В Зуме? Да. Ага, все. Сначала, коротко о себе. Да, вот как уже Иван сказал, я знаю не только AutoCAD, но еще много других софтов. Также являюсь руководителем, да, компании Dangosoft. У нас есть несколько IT-проектов. Также онлайн-школа по компьютерной визуализации, где можно научить не только визуализации, но и анимации для создания короткометражных мультиков, motion дизайна и так далее. Сегодня вот решил посвятить тему именно созданию чертежей планов квартир в программе AutoCAD, а не на каких-нибудь на других. Потому что AutoCAD, во-первых, он специализирован, там метрическая система, все данные вводятся в миллиметрах, что очень удобно. И практически любой сложности план можно на нем создать и экспортировать любой нужный для нас формат. Это удобно будет в будущем для 3D-визуализации, если мы будем экспортировать, допустим, в 3ds Max или другие программы, Blender, Cinema 4D и другие. Так, и давайте мы уже начинаем, да? Или еще надо подождать и рассказать о себе? В принципе, можем начать, наверное. Меня слышно? Да, слышно. Давайте начнем. Мы ранее говорили, у нас было в описании написано, что надо заранее скачать и установить программу AutoCAD. Да, мы знаем, что это не так легко. Вам надо было качать именно пакет Education, потому что он бесплатный. Лицензия не такая дешевая, поэтому мы говорили, чтобы вы скачали заранее. Да, Итак, запускаем нашу программу AutoCAD. И давайте я сначала там маленькую презентацию покажу. Демонстрация экрана сейчас. Так, вот здесь. Ага, я немного путаюсь в этом в Zoom. Мы все, конечно, изучать не будем, только самое основное, чего достаточно для создания несложных планов квартир. Так, сейчас, подождите. Вот, как уже говорил, все размеры мы будем указывать в миллиметрах. То есть 5 метров мы будем указывать 5000. И основном будем еще использовать кнопку пробел. Это такая большая, длинная. Он повторяет предыдущую команду.
в будущем покажу. Ничего многого другого лишнего мы нажимать не будем. И в основном будем пользоваться инструментами, которые у нас находятся слева сверху. Это отрезки, подлинии, из которых мы будем делать уже наши стены, мебель и так далее. Круг и дуга. Также их перемещать, вращать, какие-то отрезки вырезать. И внизу вот параметры вот этих вот фигурок. Находятся они внизу справа. Будем их привязывать, создавать именно под определенным углом или на 90 градусов. Для этого должны быть, вот, будем активировать вот эти вот иконочки. Все, ни на что, на другое сильно не обращайте внимания, потому что мы не успеем. Курс у нас сжатый. За очень короткий срок мы должны освоить такую, ну, довольно сложную программу, только лишь его малую часть, так скажем. Итак, запускаем наш AutoCAD. У вас, наверное, вот, когда вы его запускаете, он у вас... Сейчас, подождите, мне надо его перезапустить, скорее всего. Вячеслав, извините, а можете, пожалуйста, прямой эфир свой посмотреть, проверить, у вас там картинка как будто подвисает? Да, Загруженный показывает. Ага. да, он завис вообще, оказывается. Я вот программу сейчас закрыл. Сейчас, подождите. Запущу AutoCAD заново. Как он выглядит, когда мы его запускаем, я хочу показать. Сейчас переключить демонстрацию на AutoCAD. Ну, вот так вот сделаем. Вот видите, стоит грузится. Ну да, программа довольно сложная, довольно много весит, поэтому он грузится вот не так быстро. Итак, если у вас есть предыдущие файлы, то они у вас находятся вот здесь посередине. Справа не смотрите. Это тут уведомления о каких-то обновлениях и так далее. Нажимаем сразу вот на большую кнопочку, где написано «Работа с чертежами». На него наводим и нажимаем. Успеваете, да? Ни от кого ничего не слышно. Вячеслав, перезагрузитесь, пожалуйста, в Инстаграме в прямом эфире, а то вы у меня там зависли. Запустить. Хорошо. Ну так, ждем, пока я перезапускаю. Перезахожу. Точка купения. Так, гостем. Отправляю запрос. Сейчас посмотрим. Ну, видите, вот сейчас интернет слишком перезаполнен видео и фотоконтентами. Люди сидят дома, смотрят видеоролики, разные фильмы. Из-за этого, да, сервер нагружается. Ну и каналы тоже забиты всяким. Это видео, поэтому все зависает. Так. Видно? Нормально? Теперь не зависает? Все отлично. Вот, мы запустили нашу программу AutoCAD. Давайте еще раз повторим. Посередине у нас те проекты, с которыми мы до этого работали. Можем любой из них открыть, он автоматически их сохраняет, что очень удобно. Справа уведомления об каких-то обновлениях, что нам, ну, для нас не важно. Мы нажимаем на вот эту вот большую кнопочку, где написано «Работа с чертежами». Нажимаем. И вот в предыдущий раз говорил, что мы обращаем внимание на инструменты только вот справа сверху и снизу слева. Точнее, слева сверху и снизу справа. Вот, ни на что на другие вот вкладки не смотрим, мы их учить не будем, потому что просто-напросто не успеем. И до этого тоже говорил, что у нас все размеры в метрических системах. И в чем же разница? Вот видите, вот два отрезка, да? Одна из них называется по линии, другой отрезок. По идее, это похожие инструменты для рисования стен. Но сейчас покажу, в чем их отличие. Допустим, когда нажимаю левой кнопкой мыши, чтобы использовать его, нахожу любую точку исходную. Допустим, пусть это у меня будет стена. Видите, вот, кстати, о настройках мы сначала должны настроить свои рабочие инструменты, их параметры. Видите, вот мне очень сложно навести ровно, чтобы у меня было на 90 градусов. Вот. Надо стараться.
Для этого создали такой удобный инструмент. Вот находится вот у нас здесь справа и снизу. Выстраивать наши отрезки вот именно вот перпендикулярно. Видите, вот такая иконочка в виде такого координаты. X, Y нарисованная иконочка. И рядом тоже есть иконка. Круг, тоже типа с треугольником. Можно чертить на определенный градус. Вот, на 45, на 90 градусов, на 30, 60, 90. Вот эти вот мы часто будем ими пользоваться. Сейчас давайте мы активируем, потому что мы хотим рисовать, чертить перпендикулярные стены. Ну, стены же у нас всегда перпендикулярные. У кого-то, может, сложная форма будет. У нас простенькая квартирка, так скажем. Его размеры у нас пускай будут, ну, примерно, да, там такая черти. Мы не берем какую-то определенную квартиру, потому что сейчас это не важно. Сейчас главное научиться после программы. Пусть его ширина будет там 6 метров. Значит, мы вводим 6000. Нажимаем исходную точку и показываем направление. Либо вверх, либо вправо. Так как это у нас ширина будет, я отведу его наверх, покажу, что надо вверх, да, его двигать. И ввожу расстояние в миллиметрах. 6, раз, два, 3, 3 нуля. И нажимаем Enter. Он у меня установился, вон там вот. — 6000 миллиметров. Далее. Кстати, у вас, скорее всего, не активированы вот эти вот привязки. Посмотрите на них внимательно. Куда я вот наложил мышку, она у вас такая стоит неактивная. Вы их всех активируете. Откройте вот эту вкладку привязки. Курсора, да, ну, к каким-то определенным точкам. Вот, вскрываем его. И их всех везде ставим галочки. У вас, скорее всего, везде вот так вот стоит. Активных там галочки стоят только в нескольких. Надо поставить везде. Для чего и зачем это, ну, как бы объяснять не буду. Объясню очень просто, то, что он просто будет привязываться. Когда я буду наводить, допустим, на какую-то точку, допустим, вот конец нашей стены, он привязывается. Видите, появляется такой квадратик маленький, зелененький. Значит, он привязался. И именно с этой точки мы будем рисовать теперь следующую стену. Его расстояние пускай у нас будет 7 метров 50, 7,50. То есть 7500 миллиметров. Ввели. И чтобы нарисовать стену той же длины, мы можем ввести 6500 или же просто показать длину вот этой стены, вот отсюда, и отвести туда. И он у нас будет привязан. Видите, вот появилась такая вот дополнительная штрих-пунктирная линия зеленая. И показывает крестиком. Вот здесь поставить. Я говорю, окей, да, поставьте здесь, нажимаю левой кнопкой мыши. И просто вторую линию дорисовываем. Все, успеваете, да? Успели? Получилось? Вот здесь вот активируйте еще раз. У вас, возможно, не получится, потому что у вас здесь не активировано. Везде поставьте галочки. Рисование перпендикулярных линий тоже активируйте. Активировали, да? Должно вот получиться вот так вот. И сейчас то же самое я нарисую с помощью полилинии. Так, 6500. А можно паузу сделать? Я, допустим, смотрите, видеоконференцию сделал на полэкрана и программу включил на полэкрана. Вот эти 6000, когда делаешь, ну, не видно, надо масштаб уменьшить. Как его уменьшить? Вы закончите чертить эту стену, нажмите Enter, потом увеличьте. Как? Ну, закончите, вы должны закончить эту команду. У вас сейчас стоит команда начертить стену, да? Ага. Нажмите просто Enter. Потом увеличьте на колесиком мышки вниз. Ну, теперь у меня одна линия пока. Я пока вот на одной линии еще застрял. Я квадратик не нарисовал. Ага, так. Вы активировали вот эти вот привязки к определенным точкам? Где их активировать? Я их что-то пропустил. Получилось вот здесь вот активировать? Нет, еще раз покажите, где вы активируете. Вот внизу справа. Видите, я вот открыл дополнительные параметры вот привязки.
И у вас здесь вот галочки стоят не везде, в некоторых только местах. Везде поставьте галочки. Просто левой кнопкой мышки нажимайте на них. А, вот все, везде Это будет? обязательно. Мгм. Нашли, да? Да, нашел. Везде активируйте. Ага. И рядышком тоже вот стоит иконочка, тоже показывает вспомогательные линии. Отображает их, получается. И вот здесь тоже активируйте. Рисование перпендикулярных линий сейчас. Так, я экран не вижу теперь, я его... Вот тут внизу, мы сейчас внизу с правой стороны, тут в параметрах рабочих инструментах мы это делаем. Видите, да, где моя мышка находится? Сейчас я вашу мышку вскрыл, что-то не вижу, где она. Внизу справа. Ну, ага. Там, где у меня координатная линия такая из двух плоскостей, X и Y. Вот его тоже активируйте. Теперь вы будете рисовать перпендикулярные линии. То есть, если вы будете стараться там нарисовать там линию там, на 40, на 30, у вас не получится. У вас только либо вверх, либо горизонтальная, либо вертикальная линия будет рисоваться. Чтобы нарисовать, ну, можем убрать, чтобы нарисовать там, допустим, если у вас стена какая-то неровная. Вот сюда вот так вот. Видите? Получилось? Активируем. Ну, то есть мы здесь справа снизу будем активировать и деактивировать. Все. Дальше рисуем. Вот мы первый, получается, квадрат нарисовали. Точнее, пока первый только нарисовали. Давайте я сейчас второй нарисую быстренько. Вам сейчас его не обязательно делать. 7500. Допустим, сколько тут было? Вот так. Вот так. Это просто я для демонстрации разницы. Видно, да? Вот первый квадратик мы нарисовали из отрезков. То есть он один отрезок у нас находится как один объект. То есть когда я выделяю один отрезок, выделяется только один отрезок. А в случае с полилинией у нас все линии определяются как один объект. То есть когда нажимаю на любой из этих отрезков, выделяются все стены. Это удобно, когда мы, допустим, хотим его переместить и вместо него нарисовать что-нибудь другое. Или переместить его в нужное для нас место, допустим. Вот смотрите, когда я вот ваш экран наполовину делю, у меня получается нижняя часть, вот где модель и вот эти вот привязки, ее вот эту панель не видно. Ну да, потом вы его сможете развернуть, отключить нас, развернуть программу и настроить. Да. Только так пока. Когда вы мышкой туда вот наводите, я не вижу, куда вы наводите. Ну, я буду говорить. Вы пока все активировали, да? Вот видите, к сожалению, у нас ресурсы ограничены. Если бы у вас было бы два монитора, вы на одном бы вот проектировали, на другом бы смотрели, тогда легче было бы. Так как у вас один монитор, к сожалению, тут никак невозможно решить этот вопрос. Вам все равно не будет видна какая-нибудь область. Я через телефон зайду и на компьютере могу сделать, да? Да, можно и так. Можно так. Тогда нам придется вас подождать. Сейчас вот пока это. Я сейчас быстро. Так, давайте я пока буду объяснять, в чем разница. Ну, уже объяснил точнее. Так, кто-то пишет у нас в чат. Черноградская Галина, да. Наверное, так и будем ждать и догонять. Сделали бы на каком-нибудь одном канале. Так, непонятно. Наверное, так и будем ждать и догонять. Сделали бы на каком-нибудь одном канале. Ну, потому что ребята так сделали на организатора, да, потому что запись они будут сохранять в Инстаграме. Можете пересмотреть. У них еще в Ютубе, да, будет? Да, в Ютубе есть тоже. Да, ну или ко мне можете лично обратиться. Я вас могу научить. Потому что мы же не все учим. Мы же инженерную часть не будем трогать, ничего такого особо не будем трогать. Мы просто научу вас, как чертить, и все, в принципе. И как указывать размеры. Давайте мы подождем нашего очень сильно заинтересованного человека. Он сейчас перезаходит. Пока практикуйте, начертите это. Тут внутри еще один, не знаю, допустим, можете попробовать, пока мы его ждем. Диван, допустим, у него глубина 850 обычно бывает, длина там
1,8 м. Вот. Так, привязываемся, чертим, чертим. И спинка на 50, да, обычно сантиметров 500 делаем. А нет, что-то многовато, 150. 15 сантиметров. Хотя маловато. Ну, допустим, это вот наш диван. Смотрите, если вы построили ваш объект, в нашем случае это вот этот вот диванчик, и мы хотим, и нам его неудобно вот так вот, когда мы выделяем, она выделяется вот. Надо его вот так вот выделять. Да? Неудобно очень. Я обычно вот так вот делаю. Беру и просто их объединяю. Тут есть команда соединить. И при этом у меня один цельный объект. А вот этот почему-то не получается вот с этим. Странно. Так, зашел, да, наш человек, который вот активно спрашивал, что да как, почему не получается. Зашел. Через телефон зашел. Зашел, да? Хорошо. Да, пока уберу и продолжим. Теперь давайте, наверное, это будет проект квартиры. Я да, или дома. остановился на линии горизонтальной первой. Дальше что куда? Вот здесь вот настроили, да, вот горизонтальные, вертикальные линии. Вот он внизу. Да, это находится. настроил. Ага. Все, хорошо. И вот разница, вот, квадрата, который мы построились по линии, он определяется как один объект. Если... Нет, как мне вот эти квадратики нарисовать-то? Я еще не нарисовал их. Ну, выбирайте одну из видов, либо из отрезков, либо из полилинии можете рисовать. Вот у нас находится сверху слева. Вот полилинии. Да, выбрал. Давайте из полилинии. Да, и полилинии выберите. Выберите исходную точку, откуда будете рисовать. Вот так вот. Выбрал. Нажимаете левой кнопкой мыши и показываете направление либо вверх, либо вправо. Ну, либо влево, я не знаю, куда вы рисуете, допустим. Да. И вводите расстояние в миллиметров. Допустим, это 6,5. 6 метров, тогда 6 тысяч пишем. 6 тысяч миллиметров. Ага. Вправо у нас будет 8 тысяч. 8 Потом тысяч. дальше рисуйте 8 тысяч. Ага. И вниз. Вниз можете опять указать либо опять же 6 тысяч, либо привязаться. Показать мне вот до этой точки, вот точно такое же расстояние. Видите, вот указываю на него. Ага. Если у вас все активировано, то у вас должна быть такая вспомогательная линия выйти. И крестик такой беленький. Вот. И вот так вот. Все, левой кнопкой мыши. И в конце нажимаю Вот. Escape, Да, либо Enter. Все, у меня квадратик получился. Все, идем дальше. Теперь, допустим, иногда вот неудобно, когда сейчас я хочу задать толщину в стене, да? И есть такая команда, как смещение. И смещение, он работает с объектом, а не с отрезком. Допустим, я вот попробовал выделить все вот эти вот отрезки, да? Сейчас покажу, почему не получится. Допустим, толщина стены у меня 15, да, сантиметров. Напишу 150 миллиметров. Теперь выбираю объект, который хочу переместить. Видите, у меня выделяется только один отрезок, потому что я вот этот квадратик построил из отрезков. А тот, что построил из полилиний, выделяется как один объект целостный, все стены. Мне с ним сейчас легче будет. Выполняю ту же команду, но только в квадратике с полилиний. Его выделяю левой кнопкой мыши. И вот тут справа, видите, вот есть такая иконочка, где написано «Сместить» под квадратиком, типа этого. Да, вижу. Да, вот на него нажимаем. Указываем расстояние, которое мы хотим сместить, либо в внешнюю сторону, либо внутрь. Давайте теперь, пускай это будет 25 сантиметров, значит 250 вводим. Я его хочу сместить наружу. Попробуйте подвигать его вот наружную часть и внутреннюю часть. Наружу, внутри. Я его наружу буду рисовать. Хорошо? Хорошо, получилось? Нет, что-то не получается. Да, ну иногда это сложновато бывает. Давайте еще раз повторим. Выделяем объект. Это план дома делаем. Так, давайте я вот этот удалю. Вот этот мы удаляем. Из отрезков не очень удобно бывает. Просто удаляем.
В каких-то случаях надо из отрезков рисовать. Вот, теперь выбираем команду смещения. Вот у нас находится вот такая иконочка под иконкой квадратика. Не знаю, как описать эту иконку. Это типа трубы, короче, да? Нажимаем на него и указываем расстояние, на которое мы хотим сместить. Потом нажимаем Enter и показываем стороны либо внутрь, либо наружу. Все, получается. Ага, Получилось? получилось. Вот, теперь идем дальше. Теперь мы рисуем внутри, да, внутреннюю часть. Так, сделаем, допустим, комнату. Давайте комнату сначала сделаем, наверное. Пускай у нас будет 3 на 3. 3000. Вниз отойду. Вот, кстати, я выбрал как исходную точку вот эту вот, видите. У меня, так как у меня есть привязка, видите, вот он светится у меня зелененьким квадратиком. То есть я привязался к этой точке. Нажимаю левой кнопкой мыши и показываю направление. Вот, допустим, вниз на 3 метра отойду. И вправо, допустим, на 3,5. Посмотрим, что у нас получится. Такая комната в квартире. И вот это вот то, что мне не нужно, я его удалю. Соединяю их. Вот, нажимаю на иконку редактирования и объединяю вот эти две линии. Ну, чтобы мне в будущем с ними было легче работать. 3 на 3, да? Это мне Да, сначала у меня 3 на у меня не 3,5. Что? Полилинию как рисовать? Вот эту, ну вот комнату как нарисовать? Сначала что? Полилиния нажимать? Сначала, да, по линии нажимаете, потом нажимаете точку, исходную точку, от которой будете отсчитывать 3 метра. Ну, угол комнаты, да? Да, вот нашел. Я так делаю. Многим так рекомендую, потому что удобно. Ага. Это, конечно, другой способ, но сложноватый. Так, 3000, потом... да, вот давайте я сейчас удалю. Точнее, вот так вот удалю. Выбираю полилинию. Вниз ухожу на 3 метра, 3000. Потом вправо на 3,5 я ухожу. Все, У вас получилось. Ага, и просто вот к линии привязывается. Все. Теперь, кстати, мы вот, если наш объект неправильный, да, у него есть вот одна мешающая сторона, ну, линия есть, отрезок вот, слева на стене. Он иногда мешает, ну, сильно не мешает. Обычно мне иногда мешает, когда я, допустим, его импортирую, какие-то 3D-редакторы не мешают. Я просто тут есть команда расчленить. Вот она вот. Над трубой находится иконка трубы. Нажимаем на нее. Теперь они у меня состоят уже из отдельных отрезков. Теперь, Уже не полилиния, а уже отрезки, да? да. Теперь я их опять объединю, чтобы создать им толщину, чтобы мне было удобно создать толщину. А Опять как же его объединяем вот с помощью команды соединить. Оба выделяем объекты, которые мы хотим соединить. Нажимаем на вкладку редактирования. И тут есть иконка, стрелочки, которые друг на друга показывают. Команда соединения. Соединить написано. Нажимаем на него левой кнопкой мыши. Мы всегда нажимаем левую кнопку мыши. Все, теперь это у нас один объект. Две линии, это как один объект определяется. Теперь опять же его выделяю. И хочу задать опять толщину, как бы он у меня несущая, да, скорее всего. Поэтому тоже пускай там, он будет у меня 20 сантиметров, скорее всего. И наружу. Вот так вот. Это такая студия, да, так скажем. И тут кухня, совмещенная с залом. Теперь давайте нарисуем дверь. Вход в комнату. Санузел же мы не нарисовали. У нас тут санузел-то будет. Так, санузел.
Это не такой план нарисовал. Так, ну, сейчас придумаем, куда санузел вместить. Вместить получается. Так, ладно, хорошо. Не будем пока отвлекаться. Я задумался, какой я план буду рисовать. Сейчас нам не важно, какой план. Это может быть, у вас это может быть план дома или квартиры, без разницы. Давайте мы нарисуем просто дверь. И опять же выделяю команду отрезок. Давайте лучше с отрезка теперь будем рисовать. Выберу вот эту точку, конточку, называется у нас в автокаде. И отведу его налево на, допустим, на 20 сантиметров. И проведу тут перпендикулярную линию. И опять же с этой же точки, куда я повел перпендикуляр, опять налево отведу, и пускай у меня ширина двери будет 80 сантиметров, то есть 800. И замкну. Все. И те вот эти вспомогательные линии, которые я нарисовал, я их удалю, чтобы мне не мешали в будущем. Они у меня вот находятся вот здесь и вот здесь, чтобы они мне потом не мешали. Теперь рисуем дверь. Для этого у нас есть инструмент дуга. С ним довольно сложно работать. Надо ставить 3 точки, чтобы нарисовать дугу. То есть это начало, конец, точнее начало, центр или конец. Но тут последовательность можно менять. Тут потом сами попробуйте, поэкспериментируйте. Я обычно использую вот это вот первую. Начало, центр, конец. Ввожу, нажимаю сначала на начало, потом центр и конец. Допустим, у меня сейчас здесь показано то, что у меня дверь будет открываться вот в таким внутрь комнаты, а не в сторону коридора. Получилось нарисовать дугу? Это где еще раз вот эта дуга? Как было? Рядом с полилинией. Рядом с полилинией. Дуга. А, все. Да. Нажимайте на дугу, скрывайте его. А, все Угу. видно. Ага. Вот так. Вот так. Фу, то есть я же круг выбрал. Вот сюда. Сюда. Вот сюда. Теперь вот эту линию я обычно дотягиваю. Можно дорисовать. Вот так вот. Можете дверь на другую сторону нарисовать. Можете нарисовать дверь как выдвижную дверь. Допустим, какая-то тоже не важно. Теперь давайте вот покажу, как удалять вот эти вот линии, которые нам мешают. В принципе, они нам не мешают, они тут и должны быть на самом-то деле. На каком-то другом примере тогда вам покажу. Вот обычно же в проектах вот эти вот линии, их же не бывает. Замечали? Вот эти линии. Они же отсутствуют. Они же в чертеже не бывают не нарисованы. Давайте теперь мы удалим вот эту линию. Как это сделать? Он находится между вот этими двумя. Представьте то, что они вот дотянуты вот туда дальше, да? И то, что вот этот вот отрезок, маленький отрезочек, он находится между вот этими двумя линиями. Согласны, да, с этим? Мы их выделяем и используем говорю, команда обрезания. Обрезать. Это иконка ножниц. Находится тоже слева, сверху. Нашли ножницы? Нажимаем на него и указываем на этот отрезок. На вашем курсоре должна появиться такой маленький крестик, красненький. И нажимаем левой кнопкой мыши. И нажимаем либо Enter, либо Escape. Получилось? Получилось. Еще раз повторяем. Выделяем объекты, между которыми мы хотим отрезать. Выбираем команду «Обрезать», ножницу и указываем на отрезок, который хотим обрезать. Вот. Получилось, а? Все. Далее, сейчас давайте мы нарисуем комнату. Комнату, говорю, окно в комнате. Делаем то же самое, что и с дверью. Указываем изначальную точку, откуда будем отсчитывать расстояние до окна. Пускай это будет там 1 метр. 1 метр. И далее мы укажем ширину нашего окна. Окно у нас пускай будет небольшое, где-то 1,8 м, да?
Ой, не туда. Вот сюда и туда 1,8 м. Вот так вот. Получилось? Вот эту вспомогательную я удаляю, и вот эту вспомогательную я удаляю. Теперь внутри рисуем вспомогательные линии. Ну, такие, так скажем, не вспомогательные, а обозначения. Окно у нас обычно обозначается вот так. Это окно у нас двухслойное. Трехслойный там 2 линиями, да, обозначается. Четырехслойный, соответственно, 3 линиями. У нас обычно двухслойное окно, поставлю только одну линию. Это понятно, да? Далее мебель рисуем тоже тем же самым способом. Нарисуем кровать. Ну, можем точку примерно показать. Допустим, отсюда у него длина тоже 1,850 м. Вот сюда. И ширина 1,650 м. Вот, примерно вот такая вот кровать у нас будет. Для смещения, допустим... Как узнать, что я выбрал? Полилинию или отрезок? Этот, как ее... Если я же нажимаю, они... Нет, никак не определите. Вы просто когда нарисуете и выделите, да, допустим, левой кнопкой мыши, только тогда можно определить. Допустим, вот нарисовали что-то, да, выделили его и видите то, что он цельный. Один объект из все отрезки создает один объект. То есть они выделяются все вместе. То есть он создан у нас из полилиний. А из отрезков, если мы сейчас то же самое сделаем, то у нас отрезки будут выделяться как один объект. Каждый отдельно получается. Понятно, да? Только так. Во время, когда вы рисуете, к сожалению, невозможно определить. Теперь я вижу то, что моя кровать стоит немного не там. Я его выделю. Я нажал только на одну из этих отрезков, и все выделились. Потому что я его нарисовал из полилинии. И тут есть команда, вот иконочка стрелки. 4 стрелки, вот так крест показывает. Это команда перемещения. Нажимаю на него, показывает точку. Ну, то есть я захватываю свой объект с любого места. Допустим, могу на определенное расстояние, допустим, я хочу, чтобы вот этот угол у меня был смещен направо на какое-то определенное расстояние, допустим, на 50 сантиметров. Соответственно, я его выбираю команду переместить и точку, и расстояние указываю, допустим, 50 на 5 сантиметров хочу его переместить. Нажимаю Enter. Он у меня вправо переместился на 50 сантиметров. Могу это сделать просто на глаз. То делаю то же самое, я его выделяю, выбираю команду перемещения, выбираю точку и его перемещаю до нужного мне расстояния. Ну, визуально просто определяю. Вот так вот. Теперь у меня стоит, как будто был ровно посередине. Я могу дорисовать тут элементы. Можно сразу вот прямоугольники рисовать, кстати. Но вот так вот. Тут есть команда рядом с дугой. Такой прямоугольник, иконка прямоугольник. Там же написано прямоугольник. Нажимаю на него и рисую подушки. Первая подушка. Ой. Одна подушка. Кстати, привязка нам иногда мешает, когда мы хотим свободно перемещать наш объект. Мы его отключаем. Наша привязка, настройка привязки находится вот внизу справа. Я его отключаю. Теперь я его могу свободно вот перемещать уже. Пусть он у меня будет здесь. Теперь я вот этот объект хочу скопировать. Нажимаю на него левой кнопкой мыши, чтобы выделить. И снизу под иконкой команды перемещения вот есть команда копирования. Это такие 3 маленьких кружочка. Нажимаю на него и опять перемещаю. То есть я вот этим вот показал то, что эта кровать у меня двухместная. Теперь обратно включаю свою привязку для дальнейшей работы. Комната у нас практически закончена. У нас окно есть, кровать есть. Осталось там вам доделать уже самостоятельно тумбочку, возможно, комод. Одинаковую подушку как нарисовали? Я скопировал просто.
взял, одну выделил, Ага. и команда копирования находится у нас под командой перемещения, вот сверху, которая. А, Три всё, треугольник. Да-да. Ага, вот. И куда ее? А вот. А Я чтоб не знаю, она- что вы рисуете. Я не знаю, что вы рисуете. Просто Всё, вправо, влево переместить. Все понял. А там на Ага. глаз, да, или можно параметры вводить, чтобы они- Да, на глаз. Допустим, вот интерьерные вот эти вот вещи можно на глаз. Мгм. А вот уже расстояние там окон, дверей, там стен уже расстояние. вводить. Потому что это важно. Мгм. И когда будете, допустим, какую-то инженерную часть рисовать, типа электрики, водопровода, конечно, все тоже вручную вписывать координаты. Мгм. Такая-то толщина, такой-то диаметр и так далее. А тут в подушках это не важно, как на кровати. Мгм. Вот. Далее, что мы делаем? Мы делаем практически все то же самое. Из тех же вот фигурок, из этих подлиний мы рисуем необходимую для нас фигуру. Там, шкаф-купе можем нарисовать, розетки и так далее. А чтобы теперь эту площадь давай- посчитать, длину посчитать, или вот эти вот поставить, вот эти вот, допустим, вот эта стена внутренняя сколько-то, чтобы... Да, я вот сейчас как раз к этой части хотел перейти. Вот. Мы все рисовать не будем, потому что слишком много времени займет. Давайте сейчас покажу, как показать расстояние и распечатать его. Тут есть тоже сверху, практически посередке, раздел аннотации, там есть размер. Вкладка, иконка размер. На него нажимаем, и когда, допустим, у нас, так как активирована привязка, мы сразу привязываемся к точкам необходимым. Показываем вот от этой точки, хочу узнать вот до этой точки, указать размер. И вот, А у меня и у вас ничего не видно. Знаете почему? Потому что у вас размеры текста по умолчанию стоят очень маленькие. Там, практически там на 10 px, по-моему. Теперь мы должны его настроить. Каким образом? Нажимаем на аннотации, у нас разворачивается вот настройки. Настраиваем и мы именно ISO 25, там, где у нас кисточка нарисована и типа вот стрелочки. Видите, вот размерный стиль настраиваем. Нажимаем на вот это вот. Здесь не быстро, да, делаю? Сейчас Нашли? изог. Нет. Нажимайте нажимайте на аннотации, на стрелочку рядом с аннотацией. Ага. А, все. Да, скрывается, и там ISO 25. И слева от Ага. него вот такая вот иконочка с кисточкой, стрелочки. Ага. Нажимаете на него левой кнопкой мыши, открывается, нажимаете на редактировать. То есть мы будем менять уже сейчас его параметр. И тут есть вкладки, линии, стрелки, символы. Вот мы будем менять данные только вот в этих трех, получается. Ага. Сначала мы поменяем размер нашей стрелки. У него может быть какой-то цвет текста, заливку, мы это пока не будем трогать. Нам сейчас интересна только высота. Высота у нас слишком маленькая, видите, 2,5 стоит. Мы должны его увеличить практически до 120, по-моему. До 120. Вместо 2,5 напишите 120. Угу. Теперь перейдите во вкладку «Символы и стрелки». Вместо вот стрелок, где написано у вас закрашенное, замкнутое, да, выбираем двойную засечку. Но это стандарт, по ГОСТу обычно двойные засечки ставят. И его размер тоже увеличиваем. Там, допустим, до, по-моему, 25 или даже до 35. Ну, потом, если что, можно поменять. Я уже не помню, там какие точно были размеры. Угу. Нажимаем ОК и закрываем. Видите, у нас поменялось, побольше стало. Этого мне недостаточно. Я могу еще увеличить. Делаю то же самое, ту же операцию. Захожу в аннотации, параметры, символы стрелок чуть побольше сделаю. Уже 60. Текст увеличу до 150. Закрываю. В принципе, Это размер шрифта вот этого вы указываете, да? да. Угу. Получилось? Получается. Все, а теперь же как измерить площадь? Справа находится вот иконочка линейки. Нашли?
нажимайте на вкладку «Измерить» и выбирайте, что измерить. Расстояние, радиус, угол или площадь. Он измеряет только замкнутое, так скажем, пространство. Ага. Допустим, выбирая команду «Измерить площадь», нажимаю левой кнопкой мыши на него и указываю точки, которые у нас образуют вот эту вот площадь. Это у нас, так скажем, пускай будет зал с коридором. Вот так вот. А что-то привязки нет у меня. Почему привязки нет, чтобы зеленый этот квадратик? Или я выключил ее? Выключили, наверное. А где привязка? Внизу справа. Такой квадратик с маленьким квадратиком слева. А нет, он у меня горит, как будто включенный. Так, площадь у меня составляет 33,1 квадратных метра. Тут указано в миллиметрах, поэтому тут миллионные цифры, короче. Так, вот она, видите, вот я указываю, показываю. Да, у меня это горит, все нормально. Значит, у вас не активированы вот эти вот галочки, не стоят везде, не везде стоят. А, все. А галочки как активировать-то было? Просто Правой левой мышкой. кнопкой А, мыши всё, нажимаете. Все, Левой. активирую. Так, у нас всё, время привязка. заканчивается. По-моему, после нас уже еще какое-то мероприятие. Осталось 10 минут. В принципе, мы все основные инструменты уже изучили. Мы уже умеем рисовать небольшой план, указывать размер, привязываться к каким-то определенным точкам, да. Можем измерять площадь. Подождите-ка, а площадь, вот смотрите, я вот 4 эти, да, выбираю угла, допустим, хоп-хоп, так измерить. Измерить, выбрал, допустим, контур комнаты. Так, у меня зелененький вот этот пошел. Ну, неправильно. Потом нажимайте Enter в конце. Потом в конце Enter. нажимайте, замыкайте, да, его. Она должна быть замкнутая у вас. Я понял. Enter, Enter. и просто надпись выйдет. Оно нигде не пишется. Там, в маленькой серой маленькое серое поле выйдет такое. Да, И вышло. там А написано. как вот это, чтобы площадь была на чертеже нарисована? Нет, это вы уже потом сами вручную добавляете. Это автоматом нельзя это сделать. Нет, нельзя. Тут только можно измерить и узнать только. Понял. То есть, если масштабно все вводить, то она автоматом все считает. Да. Ага. Вот это надо. Хорошо. Допустим, всю площадь нашей вот этой квартиры. Ой, я не активировал ее. У меня составляет 45 квадратных метров квартира. То есть мы научились уже отрезать ненужные нам отрезки. Вот, еще раз повторю, вот выбираем линии, между которыми надо удалить. Выбираем команду обрезать. Это вот иконочка с ножницей. И удаляем. Допустим, вот это. И вот это почему не удаляется у нас? Потому что это у нас отрезок. Сам отрезок короткий, поэтому не удаляется. Вот, вопросы. На вопросы у нас 5 минут. Эту дугу дверь не смог сделать. Вот по размерам. Потому что вы, наверное, не указали. Заново Выбираем. можно. Дуга. Да, давайте. Сейчас. У нас нет вот дуги. Но у вас вот есть размеры двери, созданные отрезками. Есть такая? Нет, сначала давайте с этого начнем. Давайте тогда вот это удаляю. Ага. И я отсчитываю расстояние до двери от этой стены. То есть я показываю вот эту точку и от него налево иду на определенное расстояние. Допустим, 25 сантиметров. 250 ввожу миллиметров. Нажимаю Enter. Потом у меня что-то не вспомогательный. выходит. Как, допустим, это сделать? Что сделать? Подождите-ка, сейчас. Указывайте точку, у вас должна быть привязка такая вот. Засветиться. Да, у меня вот зеленая это. не светится почему-то. Зеленая что не светится? Потому что у вас не активированы вот эти вот вкладки. Нет, горят внизу. они. Горят они. Это отрезком или полилинией? Я отрезками рисую. Можно из полилиний, без разницы. Не, лучше из отрезков, потому что мы лишние будем всё. удалять вспомогательно. Пришло. Так. Расстояние указываю, да, сначала? Да, от этой Сколько стены, там допустим, на 25 сантиметров 250 ввожу. Это моя 250. вспомогательная линия, которую я удалю. Ага. Потом перпендикуляр рисую.
И опять же налево отвожу на, допустим, у меня на 80 сантиметров шириной дверь, 800. А толщина Опять. у нас сколько? Перпендикуляр рисую. И вот эти вот ненужные отрезки я удалю. А, У вас 250. такое так. получилось такое? Вот ширину длины, вот я толщину вот по стенке сделал 250-250, у меня получилась эта линия. А теперь я хочу дверь, допустим, восьмерку, ну, 800 миллиметров, я ввожу, да, 800. Он мне точку показывает, я тыкаю, и потом тыкаю толщину. А, все. И потом интер. Все, я понял. Ага. Получилось, да? Так, Получилось. тогда в дугу можно развернуть и посмотреть. Я выбираю обычно команду от начала, потом к центру и конец. Показываю От начала сначала, да, показываю, где у меня начало двери, его центр и конец. Вот здесь. у меня Как вы конец. сначала, откуда? Ну, вот Показываю от этой, начало. вот от этой точки вот. Ага, Вот здесь начало двери, тыкнул, вот да. здесь его, да, центр, грубо говоря, Ага. и Ага. дверь, где она замыкается. А, все. Все получилось. А только у меня дуга одна получилась без этого. А вот как у вас, ага. Ага, и обычно я дорисовываю, ну, дотягиваю точнее. Это Некоторые чем дорисовывают. дотягиваете? Дотягиваю, выделяю вот этот отрезок и нажимаю вот на синий А, такой все, квадратик. растянуть, да. Растягиваю, да, вот просто. Все, понял, получилось. Все, Мгм. закончилось. Надеюсь, было полезно. В жизни, надеюсь, Да, используйте. спасибо. Вячеслав, я тут Да. параллельно Тут. смотрел, слушал. Здорово. Хорошо. У нас, оказывается, довольно так много участников, да, было? Или вот Иван, Олег Бушнов, Анастасия, ты знаешь? Ага, Иван. Ну, есть, да, действительно, те заинтересованные люди, которые хотят освоить Ну и все, знать. успели вроде бы за час самое все основное. Теперь Да. человек самостоятельно сможет уже начертить что-нибудь простенькое. Мгм. Можно еще раз потом повторить, попробовать. Либо там следующий Да. шаг. Ну, посмотрим. Хорошо, тогда, в Ну, принципе, хорошо, мы- спасибо, ребят, за организацию. Мгм. Все, да? Вам спасибо. Вроде результат хороший, вроде бы, мне так кажется. Слав, спасибо тебе за вклад в сообщество. Мгм. Анастасия, мы всех зарегистрировали, все нормально, да? Да, Да, нормально. всех отметили. Мгм. Хорошо. Ладно,